Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Я Марфилина Алексеева в программе News on Air. И сегодня я вас познакомлю с потрясающими людьми. Вы узнаете о многих интересных нюансах быта женщин Арктики и еще о многом другом. Давайте же приступим. Главное богатство – это люди. В этом убедились наши коллеги, съездив в Момский район. Женщины Арктики поразили так, что захотелось отснять отдельный сюжет. Оказывается, в уходе за кожей в Арктике есть свои интересные нюансы. И солнцезащитные очки нужны не только от солнца, но и от снега. И еще о подобных интересных фактах вы узнаете в следующем материале. Каждое утро в Улаханчистальском наследии начинается с этого звука. Воспитательница детского сада Светлана Данилова с утра на буране. Свой транспорт она купила несколько лет назад. Буран в арктических районах – первая необходимость. В Момском районе большие расстояния. На своих двоих далеко не уедешь. На своем железном коне она и за хлебом съездит, и в детский сад заедет. Я купила этот буран в 2015 году за 315 тысяч. Удобный, на работе хожу. За детьми, за хлебом. Всегда езжу на буране. Скорость у вас большая или вы любите медленно ездить? Большая скорость. Ага. С ветерком, да, любите? Ага, с ветерком. Ранним утром, но в другом селе Хану, на ногах другая женщина, а вернее уже на снегу. Свежий воздух, река, окутанная туманом, красиво наледь. Зинаида – рыбачка со стажем. Работает в управлении культуры, но отдыхает только за удочкой. Река Индигирка щедра на улов. Хариусу, ленок, щука и лец. Ежедневно Зинаида проходит 5 километров, чтобы поймать золотую рыбку. Вечером сделать из свежего улова вкусную индигирку. С молоком матери уже прививается. У нас это как обычно, как обычной женщине северной. Нет ничего такого удивительного вроде бы. Мы все привыкшие к холоду. Есть женщины в венских стойбищах, особенно в родовых общинах. Оксана уже 28 лет работает чумработницей. И оленя на скаку остановит, запряжет и снова поедет. Чумработницы и сегодня ведут хозяйство во многом так, как это делали их бабушки. В каждом чуме, в каждой палатке, в лесотундре, в тундре особое место, почетное место занимает печь. Вот сейчас здесь варится очень вкусные лосиные ноздри, а вот здесь местный деликатес – оленей язык. Тундровая жизнь не для ленивых, отмечает Оксана Семеновна. Ведь она по-прежнему требует крепкие и ловкие руки, смекалки и особых секретов, передающихся из поколения в поколение. С утра уже начинаем все делать, да? Уже привыкли. С утра сразу тесто, да, потом чтобы хлеб был, да. Дети очень любят стадии, поэтому главное смотреть, чтобы они далеко не ушли и все такое, да. И мы стараемся с мужьями вместе всегда быть, поэтому им легче, когда мы с ними, да. В известной династии Худи Громовых стараются сохранять духовные ценности, а главное наследие для родовой общины – это олени. Прадед Громовых родом с Ямала. Был репрессирован, женился на бабушке Марии Ивановны. С тех пор пустили корни, а главное – сохранят вековой уклад жизни кочевой семьи. Имена их отцов, сыновей золотом вписаны в трудовую славу Момского района. Научил всех как-то подобрать оленей, которые хорошо бегают. И очень грамотно обучал собак. Это помощники оленеводов собаки. Сейчас у моих детей самое большое количество оленей – 1200 голов. Краски северного сияния в узорах мастериц. Веками отточенное техническое мастерство. Разноцветный бисер и лоскутки из оленей шкуры. Нити и шерсти сделали повседневную одежду эвенок подлинными произведениями искусства. Бисерная вышивка – это сама природа. Земля, небо, солнце и снег. Это оранжевое солнце, а это у нас горы. Горы. Головной убор. Но это самое главное украшение женщины, так как она очень наряжает северную женщину. Ну, показывает, наверное, красоту. Женщины делают разные узоры. У меня, например, вот тут такие, да, висюльки красивые. Заполярная Мома. Граница Северного полярного круга проходит всего в нескольких километрах от центра Момского района, села Хану.
Зимой здесь стоят 60-градусные трескучие морозы. Но даже зимой, а особенно весной, здесь яркое солнце. Во-первых, как вы видите, да, тут все белоснежное, все очень белое, все ослепляет. Поэтому мы без очков вообще не можем обойтись. Вот как видите, можем вот так ходить. Очень красиво. Ага. Ну, не обязательно такие очки солнечные, да? Еще обязательно пользуемся SPF-кремами. Вот, примерно так. То есть даже зимой можно загореть? Конечно. Народы Севера – это уникальная цивилизация, созданная в течение многих столетий. Но главное – Арктика – территория сильных и красивых женщин, тайна и неприходящая ценность которых еще до конца не раскрыты. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Георгий Григорьев, Момский район. Наша редакция новостей поздравила автора лучшего стиха для конкурса «Моя Якутия». Победил в конкурсе житель микрорайона Кангаласы Станислав Лукашевич с авторским произведением «Простые парни». Автор оказался очень талантливый и разносторонний человек, и мы поспешим вас познакомить с ним. К столетию Якутской АССР был организован первый республиканский конкурс авторских стихотворений «Моя Якутия». За 2 дня проведения конкурса в редакцию новостей НВК «Саха» и «Якутия-24» поступило более 40 стихотворений со всех концов республики. Активное участие приняли как взрослые, так и дети. Алмазом на солнце сверкай, наша Якутия, радостный край, сердце России алмазом сверкай. Однако большое внимание привлекло стихотворение «Простые парни», написанное жителем микрорайона Кангаласы Станиславом Лукашевичем. В своем стихе Станислав Петрович повествует о труде строителей, возводивших первые каменные дома в Якутске. Зачем трещишь, морозец лютый? Аль хочешь план сорвать ты нам? Так не удастся, скажем, круто. Пошел бы ты ко всем чертям. Звено монтажное, как взвод, выходит бой к своей победе. Этаж за этажом растет назло морозу, непоседе. Добротно строить, строить быстро, в жару и в холод, в дождь и в снег, и днем, и ночью бескорыстно. Таков якутский человек. О написанном в стихе Станислав Петрович знает не понаслышке. Как сейчас, помнит, как со своей бригадой возводили первые дома в столице. Сейчас-то уже практически зимой не строят, да? А мы вот и 50 градусов работали. Я помню, эти монтажные петли, когда загибать начинаешь, они отлетают, как хрусталь. Станислав Петрович, он практически более 40 лет он проработал в строительстве. Он был звеневым, работал он бригадиром. И со своей бригадой он практически построил полгорода, наверное. Это уж точно. В Якутии Станислав Лукашевич живет уже 50 лет. Здесь он обрел семью. Якутию считает своей родиной, своим домом. А сочинить стих автора вдохновило, пожалуй, самое первое – уникальное велопутешествие с маршрутом Якутск-Москва. Я в 1981 году участник велопробега Якутск-Москва. Мы за 80 дней, значит, 7 августа выехали отсюда и 25 октября были на Красной площади в Москве. Ну, в день у нас выходило где-то в среднем 150 километров. Ну, и вот такая закваска, в принципе, наверное, позволила сочинить вот это вот стихотворение. Станислав и по сегодняшний день ведет активный образ жизни. Круглый год не пропускает ежедневные пробежки. И это не единственное его увлечение. Мужчина создает и предлагает архитекторам интересные проекты по благоустройству Якутска и поселка, в котором живет. Ну а теперь его стих, написанный 40 лет назад, нашел свое почетное место, так как будет опубликован в сборнике произведений, посвященных столетию Якутской АССР. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. 20-летний юбилей отметила пекарня «Мираж» в Алекминске. Когда-то начинали с 200 булок, а сегодня они уже выпекают 5000 булок в день. И что важно, в нынешнее непростое время подорожаний не будет. Технолог Татьяна в эти дни отмечает юбилей работы на предприятии 20 лет. Да, из нуля. С самого начала работали. Как начиналось это все? Что было тогда? Как? Что было? Ну, просто работать. Пришла пекарем работать сначала, а потом уже меня повысили. Именно столько существует пекарня «Мираж». Срок значительный. Начинали с 200 булок, сейчас 5000, рассказывает владелец бизнеса. Кстати, он убежден, главное богатство – это люди, коллектив.
Вот это наше богатство, это специалисты, они, во-первых, очень высокого уровня. И еще раз говорю, я горжусь тем, что 20 лет мы вместе работаем. Вот сегодня мы озвучили, мы уже за это время бабушки и дедушки стали. Тем не менее, вот мы в ногу идем, планы совместные. Признает, время сложное, но бизнес простым и не был. Мы работаем и, скажем, трудностей особых мы не ощущаем. Государство, по крайней мере, вот на вот такие позиции, как вот мука, хлеб, там вот основные позиции, я понимаю, что руку держит на пульсе, особых подорожаний не будет. Ну, в принципе, настроение позитивное. Важность предприятия отметили и в районе. Сегодня это реальная опора. Что глава республики в совещании с главами районов тоже на это акцентировал внимание о поддержке малого и среднего бизнеса. Непростые времена грядут, но тем не менее, как сказал Арсений Сергеевич, оно дает и новые возможности. Это вот работа вот с местными производителями, ориентирование на внутренние рынки. Перспективы и возможности есть, убежден предприниматель. И в этой отрасли есть свои ниши, которые можно будет занять. Если, как сказать, если рынок просит, оно всегда, святое место пусто не бывает, да, и мы точно будем знать, что есть необходимость, мы можем предоставить, в принципе, все, что связано вот с кондитеркой, с хлебопечением, это вообще не вопрос. Просто на это нужно, я не говорю, что даже годы, буквально полгода, если мы любую нишу закроем. В следующем году в планах отстроить новую пекарню, а это говорит о многом. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Ну что ж, на этом наш выпуск о потрясающих личностях подошел к концу. На самом деле в Якутии, да вообще везде, есть много о ком рассказать, что мы и дальше будем делать. До новых встреч в эфире!